Итак, форум имеется все значит полномочий и может начать свою работу. Наше предложение проголосовать за открытие очередного съезда Общероссийского общественного движения таджикские трудовые мигранты. Голосуют делегаты. Значит, кто за, прошу поднять свой мандат. Счетная комиссия, приступите к работе. Кто против? Воздержавшись? Нет. Значит, 35 за. Воздержавшись нет, против нет. Считаю. Сегодняшний наш съезд можно открыть. Собрались сегодня. Я, конечно, в итоге буду останавливаться в своем докладе. Они нашли время, даже нашли своих представителей, направили к нам на съезд. Я очень благодарен за это. И в зале присутствует высокоуважаемый для нас молодежь Таджикистана, человек, который всю полноту ответственности, которую брал на себя, для человека, который поднял спорт таджиков в России. Это человек, который имеет очень много поклонников, не только в интернете, он показывал силу. Среди нас находится Адинаев Рустам, это боевик без правил. Спасибо вам. Делегативность нашего съезда, хочу донести до вас, что съезд проходит после ряд проверок со стороны Министерства юстиции Российского государства для того, чтобы ввести изменения в уставе Общероссийского общественного движения таджикские трудовые мигранты. Хочу довести до вас, что в 2007 году на первом съезде народов Таджикистана в России была учреждена Общероссийское общественное движение таджикские трудовые мигранты, а в 2008 году было зарегистрировано в Министерстве юстиции. Я почему
Хочу напомнить, многие из вас не были в России. Вы не знаете те истории, которые многие из ваших отцы и деды тогда сталкивались. Они сейчас, может быть, там в Таджикистане, многие из них стали инвалидами. Может, многие по возрасту не могут приехать. Но тогда они сделали исторический шаг. Это решение было принято. Поэтому для того, чтобы начать нашу работу, хочу, чтобы вести для работы съезда президиум, как предложено, количество 5 человек. Прошу избранный президиум занимать свои места, видите. Ведению съезда, поэтому мы обязательно должны зачитать на сегодняшний день протокол, обязательно должны зачитать работу нашего съезда по пунктам. Мы должны утвердить сегодня обязательно повестку дня съезда. Те вопросы, которые мы сегодня ставим перед съездом, они имеют решающее значение для того, чтобы подтвердить свою статусность как общественного движения в университете Российской Федерации. Поэтому я предлагаю следующую повестку дня. Первое. Это отчет председателя движения Карамата Шарипова за период работы, предшествующей неочередному съезду движения. Второе. Отчет председателя Координационного совета движения. Третье. Отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии. Четвертое. Изменение места нахождения постоянно действующего исполнительного органа движения. Пятое. Внесение изменений в устав движения. Эти изменения нам тоже предложила внести министр юстиции Российской Федерации. Парадокс заключается в том, что по названию съезда нам предлагают, что по названию движения нам на сегодняшний день предлагают изменить название движения, считая, что характер движения не отражен в его названии. Поэтому мы будем сегодня с вами голосовать и за изменение, вернее, дополнение названия. Уважаемые делегаты, наш съезд проходит сложно для всех нас. Таджикистан 9 сентября отмечает 25 лет своего суверенитета. 25 лет наши граждане находятся за пределом страны. Из 8 миллионов 4 миллиона почти 600 тысяч побывали в эмиграции. Из них 30% женщин и дети. Это большое количество. Сегодня, когда мы говорим, невиновные оказываются в тюрьмах, когда мы хотим, чтобы наша правозащитная деятельность была услышана, нас не пускают в зале суда, который рассматривается уголовные дела. В зале присутствует человек, который дядя, уважаемый для нас, который надеется на справедливость в высших судебной системе России, наш уважаемый Никулов. История этого маленького человека, который прибыл в Россию, который не знал, даже только в карте видел Москву, посадили в тюрьму на 11,5 лет. Да, мы дали об этом знать, мы кричим, говорим. Подобные случаи, когда посмотрели, более 60% наших трудовых мигрантов оказываются в таком положении. Как быть? Что делать? Мы создали для вас газеты, которые сегодня, вы знаете, голос таджикистанцев практически не имеет большинства национальной диаспоры. Создали сильнейший сайт наших трудовых мигрантов, который сегодня вы должны писать, читать и направить свои просьбы к принятию того или иного решения. Если все это то, что происходит сегодня, нам говорить, часами, сутками не хватает. Поэтому в зале сегодня приглашены с разных регионов российского государства, которые имеют право здесь стать и выступить, сказать свои точки зрения. Много посмотрели. Здесь находятся представители Хованского кладбища, где 5 граждан Таджикистана сегодня арестованы. Даже не принимали участие в этих драках. Если в драках принимали участие, они защищали по собственной своей жизни. Что касается ущемления прав граждан Таджикистана, я, честно говоря, только вижу в объединении всех наших представителей и народу, который находится здесь, вместе с русским народом, этого решения можно найти. Сложная ситуация остается и была остается на сегодняшний день.
Это рабские условия, которые созданы на территории двух крупных рынков в Москве. Это более 15 тысяч таджикистанцев находится. Доступ данных рынков не имеет даже генеральный прокурор Российского государства. Все крупные организации, частные собственности, строительные компании, они себя называют частными компаньонами, они называют, что данные территории абсолютно ихние и не признают нынешнюю власть. А мне там я передавал документы, которые касаются начальника главного управления внутренних дел по городу Москвы и России господина Курбатова. Последнее свое письмо, которое я отправил на имя господина Рахмонова, президента страны, что ситуация у таджиков в России и в частности за пределом сложной надо решать. Надо создать рабочие места. Добрый день, делегаты и гости съезда. На предыдущем съезде движения была избрана организационная комиссия в составе 3 человек под председателем Кушвахта Рахматуллаха Березовича. Вся работа контрольно-ревизионной комиссии проводилась в соответствии с уставом движения и по положению о ревизионной комиссии. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляла контроль за соблюдением финансовой деятельности и финансовой дисциплины руководящего органа движения. Движение за весь период своей деятельности не получало грантов ни из-за рубежа, ни от каких-либо фондов России и Таджикистана. Участники движения, согласно его уставу, не платят членских взносов. По итогам проверок установлено, что денежные средства на осуществление уставной деятельности движения поступали только от трудовых мигрантов, работающих в России. Денежные пожертвования носили анонимный характер. И это вполне понятно. Движение борется за человеческие, трудовые и социальные права таджикских трудовых мигрантов. Много сделано, но предстоит сделать еще больше по линии сохранения культурно-просветительской работы, адаптации таджикских трудовых мигрантов и формирования культуры доверия и уважения между гражданами Таджикистана и России. Спасибо. Хочу пожелать вам всем хорошего настроения, здоровья, как сказал наш вице-премьер и премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев. И чтобы эта неделя, которая была очень проблемная, были теракты в Ницце, был какой-то военный непонятный переворот в Турции, который еще там не закончился. Чтобы вот сейчас закончился съезд, с ним закончились все проблемы и все стало хорошо. Спасибо вам большое. Слово представляю депутата Московского городского муниципального собрания Пензенского Владимира Людмилы Александровны. Здравствуйте. Я приветствую уважаемого Карамата Шарипова, а также делегатов, президиум и всех гостей съезда. Как отчитался и мы видели здесь до начала данного съезда, какую большую работу проводит и общественное движение таджикские трудовые мигранты, какие проблемы решают. Это была очень большая работа проделана. Конечно, здесь говорили о проблемах в части трудовой миграции, поднимали очень глобальные вопросы. Это проблемы, конечно, и внутренней миграции, миграционной политики, вопросы внешней миграционной политики. И вот на этих же слабых местах как раз и могут сыграть экстремисты, и от чего и происходит у нас розовые и оранжевые революции. Поэтому работа, которая проводится, она необходима. Общественное российское движение, оно координирует связь между таджикским обществом и российским обществом и помогает мигрироваться. И вот само название, которое сейчас озвучили нам, что движение трудовые мигранты, дополнить именно за социальные и трудовые права, я считаю, что это очень актуально. Поэтому задач стоит много. Давайте будем вместе думать, какие мы будем давать предложения. Сейчас скоро у нас выборы идут депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Какие мы можем вносить тоже предложения. Сейчас
части того, чтобы в России не было рабов, чтобы все были равноправны, чтобы все имели социальную защиту. Нам не нужны такие проблемы, как в Турции, как в Сирии. Поэтому я за равноправие, за социальные права, независимо от пола, расы, национальной принадлежности. В России все должны быть социально защищены. И мы приветствуем, потому что таджикский народ действительно без них не обходится ни одна стройка у нас в Российской Федерации. Это очень трудолюбивый народ, и у нас связывают тесные корни. Поэтому давайте все возникающие проблемы будем решать совместно. Спасибо, уважаемые. Спасибо нашим уважаемым представителям африканской нашей диаспоры, доктор Зенобин. Уважаемые друзья, спасибо за приглашение. Во-первых, я уже имею зависть, великую зависть, потому что я тоже собираю в ближайшее время такое же собрание, учреждение, а уже где-то в октябре мы планируем. Вам удалось сегодня делать, прекрасно вы делали. У меня много знакомых среди ваших земляков. Я выпускаю как руководитель. Я профессор, я преподаю людей, и несколько журналистов, работающих в вашей стране, которые давно про вашу страну многого сказали. А я тут, кроме поздравлений, может быть возможность, предлагаю профессиональный, именно обработанный нашим диаспором, корней этой дипломатии, которую я сам руковожу, может быть, предлагаю ваше руководство на будущее делать узнать Россию, чтобы было какие-то экскурсионные, культурные общения. Ваша диаспора один из больших, ваши земляки сами трудолюбивы, но отдыхать, узнать, интегрировать в Россию тоже нужно. Узнай Россию, такие тематики я, может, письменно предлагаю в ближайшее время, где вы отдыхаете, сообщите, посмотрите и российские культуры. Я, конечно, поражен и тем энергией, которая Карама Табакевича, и от этого съезда. Это была полнейшая неожиданность посмотреть этот фильм. Поэтому я считаю своим долгом приложить все усилия, которые мне доступны, чтобы хотя бы в каким-то моментами быть полезными по здоровью всем гражданам Таджикистана, таджикцам. Конечно, решить вопрос 600 тысяч невозможно. Поэтому наше предложение стоит концентрировать внимание на трудовых мигрантах, временных трудовых мигрантах. Поэтому мы считаем, что есть смысл обратиться к правительству, дать поручение, определить категорию временный трудовой мигрант, который начинается до выезда. Может быть, решить некоторые вопросы с обследованием медицинским до выезда, чтобы не было неприятностей, когда вдруг обнаружится заболевание здесь. Уважаемый Карамат Батуевич, уважаемые делегаты съезда, сегодня для всех нас на самом деле исторический день, потому что от нашего решения зависит будущее и развитие нашего движения. За эти 16 лет, которые движение работает, оно помогло уже сотням тысячам мигрантов, оказало юридическую, социальную помощь. И тот статус, который есть у движения, общероссийское, оно позволяет помогать не только выходцам из Таджикистана, но и из всей Средней Азии. Это очень важный момент. За это время движение оправдало свой авторитет, свое уважение и свою востребованность. Роман Шарипов всегда готов прийти в любую трудную минуту, готов взяться за самый сложный конфликт.
это делает его огромной честью. Всем известно, что более миллиона наших соотечественников находится в Российской Федерации, и с первого дня нахождения каждому из них нужна юридическая и социальная помощь. А в это же время их поджидают нерадивые работодатели, аферисты, которые предлагают фальшивые услуги по регистрации, оформлению патентов, заканчивая обманом в найме жилья и поиском работы за предоплату. Поэтому очень важно, находясь еще на родине в Таджикистане, изучать законы миграции, изучать трудовые навыки, получать какие-то специальности, чтобы они пригодились в будущем уже непосредственно в России. И самое главное — изучать русский язык. Это важный фактор. Сегодня в России непростые времена из-за мирового финансового кризиса, все знают, который привел к спаду их экономики и промышленности. Но я думаю, что самая главная проблема — это другая. По-моему, самая важная проблема в России — это коррупция. И не зря президент России Владимир Путин подчеркивает, что коррупция разъедает экономику и тормозит развитие страны.